Добрый день, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители. Сегодня мы проводим третью по счету передачу в программе «Профессор. Доступно о важном». Хотел бы напомнить, что в октябре месяце первым гостем этой программы был ректор Северо-Восточного федерального университета, доктор биологических наук, профессор Николаев Анатолий Николаевич. Во второй передаче уже в ноябре месяце у нас был Савинов Андрей Савич, доктор философских наук, кандидат физико-математических наук. Ну и мы говорили о менталитете народа, говорили о философском подходе к жизни. Ну а сегодня у меня в студии Карл Георгиевич Башарин. Это доктор медицинских наук, профессор. В настоящий момент он является профессором кафедры анатомии Медицинского института Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова. Он является ректором Народного университета трезвого здорового образа жизни, вице-президентом Международной академии трезвости, является заслуженным деятелем науки Республики Саха-Якутия. И мы с Карлом Георгиевичем определили тему сегодняшней передачи. Это роль Северо-Восточного федерального университета в здоровье и сбережении народа и воспитании духовно-нравственной личности и патриотизма в молодежной среде. Добрый день, Карл Георгиевич, рад вас приветствовать в этой прекрасной студии. Но начнем из детства. Вы какую школу заканчивали и почему вы стали врачом? Дорогие телезрители, и радиослушатели, я с большим удовольствием принял приглашение Александра Николаевича и хочу поделиться своими мыслями. Я закончил 8-ю среднюю школу города Якутска. Когда в годы учебы я был активным учеником. Уже в 1 классе я уже рассказывал сказки. Учитель Попова говорил, вот сегодня нам сказку расскажет Карлуша. И я начал это рассказывать учащимся. Потом я стал секретарем комсомольской организации школы, членом пленума горкома, обкома комсомола. И бывал на этих мероприятиях. Я почему об этом рассказываю? Почему? Потому что надо быть активным, участвовать в общественной жизни, занимался спортом, ходил в секцию легкой атлетики, на лыжах, защищал честь нашего университета. Почему я пошел в 8-ю среднюю школу? Во-первых, там мои учились родители, моя мама училась, Колесвена Ивановна и Гадана Ивановна учились в этой школе. Поэтому эта школа славилась хорошими учителями. И я пошел в эту школу. И закончил ее в 1959 году и поступил в медицинский институт Иркутского государственного университета, а потом перевелся в 1963 году по болезни на медицинский факультет Якутского госуниверситета и успешно закончил Якутский государственный университет. Тоже был активистом. Я был председателем студенческого научного общества
мединститута, заместителем председателя студенческого общества университета. Вот, поэтому получил большой опыт общественной, научной, всякой работы. Вот такой путь был, и такой же путь был у моего отца. Только активные люди могут успешными быть. В этом году вот ваша кафедра анатомии отметила 65-летие. И мы знаем, что основателем вообще высшего медицинского образования, равно и кафедра анатомии медицинского факультета тогда Якутского госуниверситета, является доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Михайлович Крылов. Вот можете немного рассказать об основателе? Да, нам очень повезло, Якутии повезло, что к нам в 1956 году прибыл из Ленинграда доктор медицинских наук, полковник медицинской службы Дмитрий Михайлович Крылов, директор Ленинградского костно-суставного хирургического туберкулеза в годы войны. И вот он там, в блокадном Ленинграде, проводил очень большую работу, делал операции тяжелые, спасал раненых бойцов. И в то же время он, несмотря на все на это, он еще и защитил докторскую, кандидатскую и докторскую диссертацию. И написал монографию. И вот прибыл он в 1956 году, его, так сказать, командировали для того, чтобы усилить работу филиала туберкулеза в Якутии. И он там был заместителем директора по научной работе. Одновременно он открыл при туберкулезной больнице костной, там костное отделение суставное, и проводил операции. Вот он был женат на якутке, докторе медицинских наук, профессоре Татьяне Ивановне Крыловой. Так. И вот они вместе работали постоянно вместе. И Крылова пригласил в университет первый ректор нашего университета Мординов Авсентий Егорович, для того, чтобы он открыл медицинское отделение при биологическом факультете. Даже так. Да, и вот он, значит, открыл это отделение, и через там год, значит, приступил к открытию медицинского факультета. Вот. Он был очень эрудированным человеком, опытным организатором и очень хорошим патриотом Родины, очень хорошим человеком. Главное, интересно, он подружился со всеми профессорами университета, якутами, и всегда с ними постоянно был в хорошем контакте. Потом одно время он был, значит, проректором по научной работе университета. И потом, когда он стал деканом, он, значит, сосредоточился на организации нашего факультета. Было вначале лечебное отделение, потом открыли это немного позже медицинский факультет. И Крылов всегда говорил, что надо растить местные кадры, чтобы в Якутии были свои местные врачи. Вот.
Поэтому он очень любил студентов вообще со всеми. Он в хороших отношениях, по-отечески относился, заботился о здоровье. Вот. А как вот увековечиваете память Дмитрия Михайловича Крылова? Память Дмитрия Михайловича Крылова мы увековечили, вот памяти обоями могильные сделали, так, потом доски, мемориальные доски, доски, потом, значит, постоянно рассказываем первокурсникам о его жизни и деятельности Крылова. Вот. Вот. Очень любил студентов. И как только заканчивали, мы посылал учиться дальше в аспирантуру, ординатуру, в Москву, в другие города. И вот благодаря этому в короткий срок, значит, появились первые доктора. Вот. Маримес Петрович Гоголев, Пальмира Георгиевна, Петрова, очень, в том числе я, и так далее, и так далее. Здорово. И он гордился, нами он очень гордился, всегда так. Но, к сожалению, он на 61-м году жизни ушел из жизни после тяжелой болезни, заболел раком желудка. При этом, значит, он поехал на операцию в Ленинград, и когда ему сделали операцию, сказал, что уже очень много метастазов, он сказал: срочно меня везите в Якутск, и я там останусь навеки. Он очень любил Якутск. Он очень любил якутскую пищу, карасей. Вот мы с ним рыбачить ездили. Я жил с ним по соседству, так, своим моим братом, отцом. Мы ездили на рыбалку по Вилюйскому тракту, на Тимия. Он любил рыбачить, любил уху, карасей. Карл Георгиевич, вот но мы сейчас вот прервемся на некоторое время, потому что будет пауза, потом вернемся к нашему разговору. Она такая очень интересная. Действительно, Крылов внес огромный вклад в развитие медицинского образования, и мы обязаны помнить об этом. Еще раз добрый день, дорогие радиослушатели и телезрители. Сегодня в гостях у нас Карл Георгиевич Башарин, доктор медицинских наук, профессор. И мы говорим на тему здоровья, сбережения и воспитания духовно-нравственной личности. Вот вы, значит, в 1999 году открыли постоянно действующий Народный университет трезвого здорового образа жизни, причем при кафедре анатомии. И ежегодно, начиная с 2009 года, проводятся угловские, башаринские, майоровские чтения для студентов первых курсов различных факультетов нашего университета. И вы это делаете в культурном центре университета, который вмещает порядка 800 студентов. И за этот период времени вы воспитали множество людей, которые присвоено звание академиков, профессоров, доцентов Международной академии трезвости. Пожалуйста, расскажите про эту работу. Я действительно в 1999 году открыл при кафедре постоянно действующий Народный университет трезвого здорового образа жизни. Уникальный университет, не имеющий аналогов в мире. И подготовил более 30 тысяч студентов-медиков, которые своим личным примером проводят формирование трезвого здорового образа жизни среди населения нашей республики.
Вот. И в результате деятельности слушателей Народного университета и, значит, в настоящее время у нас в республике 201 поселение отказалось от употребления алкогольных изделий, стали территориями трезвости. И это мировой рекорд, вообще аналогов в мире нет этому. Вот. Почему? Потому что мы ежегодно проводим угловские чтения с 2009 года. Углов – это Федор Григорьевич, выдающийся хирург всех народов, всех времен. Он, хирургический стаж у него 78 лет. Он умер на 104-м году своей жизни и оперировал до конца своей жизни. Так, операции, уникальные операции проводил. И он был председателем Союза борьбы за народную трезвость, инициатором борьбы за народную трезвость. Написал очень много книг о вреде алкоголя, ламихузы, там и разные книги. Так. Он подарил несколько книг мне. Я его лично знал. Он пригласил меня на свой 100-летний юбилей в Таврический дворец. И я там выступал в Таврическом дворце, выступил, прочитал стихотворение Семена Данилова «Мой русский язык», который очень понравилось Углову и всем присутствующим. Вот. Далее он был в Якутии несколько раз. Так, знает, родился он в этой Иркутской области, в Киренске, Бодайбо. Он, значит, приезжал, знал Якутию хорошо. Я подготовил еще, создал школу сабриологов из числа активных слушателей Народного университета. 5 академиков Международной академии трезвости, 6 профессоров, более 15 доцентов Международной академии трезвости. Вот среди них выдающиеся это Лыткин Матвей Иванович, Шудря Елена Ивановна, Елена Карловна Колесникова, Жигусов. Они все время выступают. И вот очень много, значит, проводят работы. Так. И я должен рассказать еще об академике Международной академии трезвости, первом президенте и организаторе Международной академии трезвости Маюрове Александре Николаевиче. Он приезжал к нам 54 раза. Вот благодаря его приезду, вот мы с ним были друзьями, объездили все районы нашей республики, проводили семинары обучения этих слушателей Народного университета. В результате там появились вот трезвеннические организации. Вот. И, к сожалению, Маюров умер в этом году, так, не дожил до 71 года. До 70 лет 1 год. 2 месяца, вернее, так. Вот поэтому мы всегда будем помнить о нем, Александре Николаевиче, как создателе трезвеннического движения в мире вообще. Он объездил все континенты и добился того, чтобы Всемирная организация здравоохранения объявила год трезвости, который будет ежегодно 11 сентября отмечаться. Вот. Вот это его заслуга. И память о нем будет нас обязывать
продолжать эту работу. Карл Георгиевич, вот вы очень большое внимание уделяете воспитанию духовно-нравственной личности, да, патриотизма, формированию, значит, специально вот трезвого, здорового образа жизни. Как вам все это удается? Вот как вот вы распределяете свое время и как вам удается достигать таких впечатляющих результатов? Ну, в общем-то, надо соблюдать режим дня, планировать свою работу. Вот это вот очень помогает, и поэтому результаты работы очень хорошие, положительные всегда. Дело в том, что я как преподаватель вуза обязан заниматься воспитанием подрастающего поколения. Еще Пирогов говорил, что прежде чем давать знания, нужно воспитывать студентов. Вот. Это относится и к семьям. В семьях надо воспитывать. Обязательно. А то вот бывают случаи, когда вот студенты, вот, которые приезжают из улусов и так далее, не здороваются, в глаза не смотрят человеку. Так, культуры абсолютно нет. Поэтому я прошу вот всем преподавателям, родителям обратить на это внимание. Должны детей учить в школе, уже воспитывать именно в семьях. Дисциплине, ответственности, так, культуре. И чтобы вели трезвый, здоровый образ жизни родители своим личным примером. И тогда в доме, чтобы был сухой закон, никого не угощать и так далее. Прямо с завтрашнего дня это введите у себя в домах, кто слушает. Это надо быстро делать. Так. Потом патриотизм – это самая главная сущность человека. Ибо мы живем на территории, которая дана нам, Богом или кем дана так. Это так мир создан. И эту территорию должны защищать все. Вот эта любовь к родине, к земле, это самое главное. Поэтому главным инструментом воспитания патриотизма, духовно-нравственной личности является гимн. Любой гимн страны, так? Но в частности гимн России. Гимн России – это самый лучший гимн. На Земле проводили так исследования и пришли к выводу, что самый лучший гимн на Земле – это гимн России. Я так думаю. Со временем, видимо, будет одно государство. Вот тогда, значит, гимном этого государства Земли будет гимн России, уже под названием гимн Земли, я так думаю. А, пожалуйста, вот пользуясь случаем, я хочу попросить вас процитировать гимн России, пожалуйста. Пожалуйста. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. От южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля. Широкий простор для мечты и для жизни, грядущие нам открывают года. Нам силу дает наша верность отчизне. Так было, так есть и так будет всегда. Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная, мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. Будем дисциплинированными, ответственными, активными, неутомимыми в действиях, чтобы стать творцами своей достойной жизни и процветания нашей исконной, многонациональной, любимой, великой Родины России
Да здравствует Россия, да здравствует Якутия, да здравствует Северо-Восточный федеральный университет, да здравствует трезвый здоровый образ жизни. Ура! Да, великолепно. Тут уже можно аплодировать. На самом деле вы большой патриот, и это у вас, вот, можно сказать, сквозит через всю вашу натуру, что вы любите как малую свою родину, да, так и большую нашу великую родину, Российскую Федерацию. И я всегда говорю своим студентам, что текст Конституции Российской Федерации, текст Конституции Республики должен быть для них настольной книгой, потому что каждый раз его читаешь новыми глазами, с высоты прожитых лет, приобретенного опыта. Поэтому мы с вами делаем одно дело, Карл Георгиевич. Поэтому мы сейчас ненадолго прервемся, потом продолжим наш разговор. Еще раз добрый вечер, дорогие радиослушатели, дорогие телезрители. Сегодня мы в рамках нашей программы «Профессор доступно о важном» встречаемся с Карлом Георгиевичем Башариным, доктором медицинских наук, профессором. Карл Георгиевич, вот я бы хотел сегодня вспомнить выдающегося ученого, доктора исторических наук, профессора Георгия Прокопьевича Башарина, который является вашим отцом. Вот, пожалуйста, расскажите о личности Башарина и как он вот воспитывал вас, своего ребенка, на что обращал больше внимания. Да, я очень люблю, уважаю своего отца и счастлив, что у него, что я родился у него. И интересная жизнь. Он почти до 18 лет не знал ни одной буквы, ни по-русски, ни по-якутски. Он родился в бедной крестьянской семье, в Чурапчинском улусе, в Сыланском наследии. Вот. Но его отец знал цифры на могильных камнях и говорил: Гоша, смотри, говорит, вот этот человек родился такого числа, такого-то месяца, такого-то года и умер такого-то числа, месяца и такого-то года. И вот он просил отца, говорит, ну как это ты это читаешь, ты такое это дело, да? Но отец был неграмотный, не мог ему объяснить. И вот когда открыли школу ликбеза в этом поселке Бере, который находился в 8 километрах от их дома, от их Аласа, да. А надо сказать, что отец был старшим ребенком у него, мама рано умерла, и он смотрел за своими младшими братьями и сестрами. И вот из-за хозяйства отец говорит, ну ты вначале там всю покорми, там всю скотину туда-сюда, и потом можешь идти на учебу. Он так вот 2 раза сходил, это надо 16 километров. Его кое-как приняли в школу, кстати. Ему сказали, ты помогай своему отцу, у тебя мозги уже засохли, ты не можешь учиться так. Ну, учитель Макаров был, который взял его на учебу, и он благодарил его до гробовой доски постоянно. Макаров со своей женой, они оба учителями были. А школу открыли в доме у художника Матыяка Сивцева, который иконы рисовал, портрет этого Толстого нарисовал. Так. И вот рассказывает, мой отец, значит, за 3 дня научился читать, писать, и все это память у него была колоссальная. Он 2-3 раза прочитывал текст и наизусть уже знал. Да? И Матыяки, который заболел в то время, лежал за навесом
простыней, которая была, так, и слышал, как отвечает. Спрашивает, что Башарин наизусть читает, что ли? Это да, наизусть. Вот такой вот был человек. Этот Матыяки потом сказал отцу Георгию Прокопьевичу: вот твой сын очень способный к учебе, пусть он учится. Да. И вот тут он проучился буквально месяц-полтора, закончил программу начальной школы. Он говорит так: пришли эти дети, маленькие дети, да, а он в парту даже не мог лечь. Если, говорит, я 10 лет тут буду сидеть, это невозможно. В то время ускоренные были эти курсы учебы. Так. Через месяц ему говорят: вот товарищ Башарин, кстати, он стал комсомольцем в это время, активистом, опять же, так? Вот. Сказали: вы закончили курс нашей школы начальной, мы вас рекомендуем поехать в Чурапчу, в среднюю школу. Ну, отец его отпустил, вот он благодарил отца. Отец сказал: ну, езжай, учись, мы без тебя как-нибудь обойдемся, так, где угодно и как угодно, и не думая о нас, мы сами как-нибудь проживем. И он благодарил его вечно, и он ему посвятил свою монографию. Если бы, говорит, он не разрешил, я бы так и остался. Вот его труды все. Да, его труды. Да. И вот он, значит, поехал в эту среднюю Чурапчинскую школу, там буквально месяц проучился, и тоже решили его на педсовете так отправить в город, в педтехнику. Вот он согласился, поехал в педтехнику и стал там учиться. И там же стал секретарем комсомольской организации города и этого педучилища. И все учителя его на расхват тут предлагали стать ему математиком, физиком и так далее. А он сказал: я буду только историком. Вот. И проучился там тоже год. И на второй год его вместе с одним Малышевым студентом, тогда был директором этого педучилища Сюрский, они сказали: вот мы вас рекомендуем в пединститут. Вот только что организованы там на подготовительные курсы. Так, и линейку сделали, сказали: вы учитесь, вот как Башарин с этим своим однокашником, так, вот, и отправили туда. И вот он там тоже проучился до 3-го курса, на отлично все учился, так. Ну вот, вел философский кружок, и наравне со своим учителем. Его там один человек так написал донос, что вот он распространяет троцкизм. Его, значит, из-за этого, значит, ему грозила тюрьма. А вот это летом студенты собрали деньги для него все и сказали: Гоша, ты выезжай, а то тебя тут арестуют в Москву. И он поехал в Москву. Долго ехал так, и уже он, будучи в Якутске, плохо питался и так далее, заболел туберкулезом легких. А когда ехал, было холодно, он еще и воспаление получил ушей. Вот поэтому он плохо слышал. Так, приехал с опозданием на 1 месяц, пришел в институт имени Карла Липкнехта педагогический. А ему сказали: да вы, мол, вы опоздали, потом вы
учились там, у вас ни профессоров, ни доцентов, никого нет, все, мы вас не принимаем. Тогда мой отец пошел в Министерство образования, показал им свои эти зачетные книжки, там, конспекты, и оттуда позвонили, сказали, ну-ка давайте его берите на этот 4-й курс. Ага. И его взяли. А он, кстати, по болезни, он, значит, поступил противотуберкулезной в больницу, и там лежал и самостоятельно читал учебники и сдавал эти вот работы контрольные и прочие. Ага. И это, значит, на выпускных экзаменах отлично получил. Диплом с отличием, так. Его ответы поразили всех, и даже поручили председателю Дьякову, профессору, значит, благодарственное письмо написать. Вот он сказал, что вот вы проявили вот очень хорошие знания, вы уже можете работать, мы предлагаем вам аспирантуру, оставайтесь. Ну, отец отказался, потому что он должен был ехать в Якутск, он в то время был женатый. Так, Карл Георгиевич, вот у нас аллея профессоров, и я люблю там бывать, наши выдающиеся профессора, и только у Георгия Прокопьевича бюст в самом центре. Я думаю, это заслуженно, потому что Георгий Прокопьевич говорил о том, что лучшее достижение республики – это создание университета. Вот мы сегодня встречаемся в день столетия Союза Советских Социалистических Республик. Что вам дал Советский Союз? Кратко, у нас 1 минута остается. Так, Советский Союз дал все для меня. Бесплатное образование, аспирантуру, докторантуру, все предоставил все условия. Это великая страна. И вот вожди наши, это Ленин и Сталин, это титаны человечества за всю историю. Они, значит, создали впервые в мире вот Советский Союз, в котором не было частной собственности. Да. И это самое главное. И вот мы на этой прекрасной ноте вынуждены завершать, потому что время заканчивается. Давайте поздравим всех тех, кто родился в Советском Союзе, с этим великим праздником. Всего доброго. С наступающим Новым годом всех.